А глава Чечни Рамзан Кадыров сделал официальное заявление по ситуации на Украине. Эксклюзивные кадры только на Life News. И каждый день связываемся с нашей диаспорой и руководство диаспоры, представители наши, которые в данный момент находятся в Украине. Действительно, в последнее время всякие националисты, так я их не могу назвать, там пытаются забрать не только бизнес и все имущество, которые за все эти годы были заработаны честным трудом на именно чеченцам, которые проживают и являются гражданами Украины. Действительно, это непростительно. Мы никогда не претендовали на чужое, но свое никогда никому не отдадим и не дадим обиду чеченцам, которые проживают, где бы они ни проживали, и в Украине, и России, и в других государствах, регионах России. Потому что мы живем в правовом государстве, у нас есть, вот как всегда требует и Европа, и Запад, словесно должно быть демократия, и человек, который живет по законам их государства, то его не должны обижать. А на сегодняшний день в Украине беспредел, хаос, люди выходят на митинг, убивают госслужащих, потом правоохранительные структуры перед этими, знаешь, так скажем, людьми, если они даже являются ими, должны извиниться. Поэтому я официально заявляю, что за тех людей, которые там проживают, именно чеченцев, они должны ответить за каждого, за имущество, за бизнес и за человека. Люди должны жить спокойно. На митингах ничего не решается, и переворот государства убийствами людей – это уже преступление. А кто стоит за преступлением, тот должен ответить. Каждый персонально и в общем все. Я считаю, что вот сегодня Европа, Запад неправильно относится к происходящему на Украине. Они руки берут оружие в Сирии, бандиты, их поддерживают Запад и Европа. Руки берут оружие в Украине, их поддерживает Запад и Европа. И руки берут оружие Ливии, тоже поддерживают Запад. А где демократия? Где они же выступают против государства. И если 50 миллионов граждан Украины, кто вышел, сколько человек вышел десятки тысяч людей. И то большинство не знает, куда они пришли. Это же судьба народа. Представь, 50 миллионов населения, я точно не знаю, в Украине. А из них вышли 10 тысяч. Они же не решают судьбу государства. Конечно, это переворот, это целенаправленная давка через Украину на Россию. А Россия сильное государство. Я уверен, что руководство государства примет правильные шаги. Украину нам нельзя отдать в руки бандитам-террористам.